Еще в холле перед началом обсуждений глава Чечни приветствует многочисленных гостей из российских регионов и других стран, в их числе и представитель Палестины. Он передает Рамзану Кадырову теплые пожелания от главы автономии Махмуда Аббаса и приглашение посетить западный берег Иордана, а кроме этого и ценный подарок – частицу благословенной мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Поскольку вы любите мечеть Аль-Акса, ولأن الأقصى جزء من قلبك وعقيدتك. Аль-Акса – это часть вашего сердца, мы знаем. نحن أحضرنا لك قطعة Мы принесли вам часть من المسجد мечети الأقصى. Аль-Акса из قطعة أصلية من قبة الصخرة. из куба إن شاء الله Аль-Акса. هي معنا Сейчас في الخارج. передадим, если позволите, принесем сюда. Ждет вас с нетерпением. ويحبك بالمناسبة. Президент Аббас, большой привет. Не только вы, он вас очень любит. Мы тоже его любим. Хороший человек, да. دائما Наш старший يتحدث брат. عنك هو أخونا الكبير. ودائما يتحدث عنك وإنه دائما. حكى للرئيس بوتين عنه. طبعا يعني تكلم مع الرئيس بوتين عنك Он عن несколько صداقتنا раз с معك. президентом Путиным говорил про вас. Это из купол. Иерусалимская мечеть, где пророк молился всех пророков. قطعة أصلية. Это настоящая وهذا сертификат. رقم القطعة وهذه И она с شهادة номером. شهادة أن هذه القطعة قطعة أصلية من قبة الصخرة في المسجد الأقصى. Stigal halve القبيات بوغبول شو هم بويس. نادل ده كوبولة. Еще награда от президента, то, что когда вы будете, надеемся, самая высшая награда Палестина готова для вас. قطعة من الكعبة المشرفة. Самая высшая награда вот. هاي أهم هدية اللي أنت أعطيته إياها. Выступая перед собравшимися, Рамзан Кадыров напомнил о стратегической роли Кавказа в истории России. Благополучие и процветание страны и сегодня во многом зависит от спокойствия на южных рубежах, уверен глава Чечни. Твердая политическая позиция и решимость Ахмата Хаджи Кадырова в свое время нанесли смертельный удар по врагам России, международным террористам и тем, кто их поддерживал. Поэтому цель форума – объединить все прогрессивные и патриотические силы, выступающие за сильную страну. В условиях санкций и давления со стороны Запада, вопросы противодействия терроризму и экстремизму, укрепления межнационального мира и согласия, единство всех народов России приобретают особое значение. Чечня имеет колоссальный опыт решения этой проблемы. Республика переиграла нашествие международных террористов и экстремистов из нескольких десятков стран. Первый президент Чеченской республики герой России Ахмат Хаджи Кадыров очень точно определил причины и цель этой массированной атаки. Он заявил, что враждебные силы пытаются на Кавказе запустить процесс уничтожения России как государства. Но эти планы были сорваны благодаря мудрой политике нашего национального лидера, президента России Владимира Путина. Он оказал решительную поддержку Ахмату Хаджи Кадырову, который возглавил бескомпромиссную борьбу с террористами, отстоял целостность России, навсегда покончил с войной и заложил основы мирного развития Чечни. Сегодня республика признана единственным в мире регионом, где удалось окончательно победить терроризм и экстремизм. Зная цену победы, за которую отдали жизнь Ахмат Хаджи и тысячи его соратников, истинных патриотов отчизны, мы отводим особое место вопросам профилактики террористической и экстремистической деятельности. В республике успешно реализуется единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Одинаково важную роль в этой работе играет укрепление национальных традиций, воспитание патриотизма, формирование активной гражданской оппозиции. Провокаторы часто кричат о исламизации Чечни. Но правда, видать, то, что мы проявляем заботу о укреплении всех религий. Мы строим мечети и церкви. Например, православный храм Рождества Христова на Ульском районе стал местом паломничества христиан всего Северного Кавказа. Молодежь углубляет знания о религиях и становится недоступной для экстремистской пропаганды. Вот что нам на самом деле так раздражает тех, кто мечтает взять реванш за поражение террористической атакой на Россию. То же самое касается и гармонизации межнациональных отношений. Чеченская республика за много лет не зафиксировала ни один случай конфликта на почве национальной или религиозной вражды. Для этого нет и не может быть причин. Это результат взвешенной и грамотной национальной политики. Он достиг благодаря совместным усилиям органов государственной власти и институтов гражданского общества, в частности, общественных объединений. Так, в республике функционирует 10 национальных культурных центров, 6 национальных автономий, сотни общественных и религиозных организаций. В Чечне живут представители более 40 национальностей. Они обладают равными правами на сохранение своей культуры и традиций.
Мы этим гордимся и свято бережем дружбу и согласие наших народов. Сегодня республика является самым стабильным и безопасным субъектом в России. Это делает регион привлекательным для инвесторов, способствует развитию малого и среднего бизнеса, обеспечивает экономический рост. Несмотря на общую сложную ситуацию экономики страны, Чеченская республика сохраняет положительную динамику социального и экономического развития. Дорогие друзья, Кавказ действительно является форпостом на южных рубежах России. Сегодня нужны не красивые слова, а достойные поступки и решимость противостоять явным и скрытым врагам России. Экономически и духовно сильный Кавказ, сплоченный вокруг нашего лидера, президента России Владимира Путина, был и остается опорой и надежным щитом Отечества. Я желаю всем успехов в деятельности на благо нашей общей родины России. Проведение юбилейного 5-го форума «Российский Кавказ» в Грозном, по словам гостей, символично. Чечня – самый динамично развивающийся регион России, единственный уголок в мире, который победил международный терроризм, тем самым сохранив территориальную целостность страны и единство народа. В этом заслуга первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Как я уже говорил, в истории народа Северного Кавказа и всей нашей страны немало драматических и трагических страниц. Прошлое изменить нельзя, но будущее во многом зависит от нас. Мы должны, обращаясь к истории, в первую очередь воспитывать молодежь на тех ее страницах, что укрепляет наше единство, связанное с общей исторической памятью, общими успехами, победами, достижениями. И здесь огромную роль играет личностный пример. Еще раз обращаясь к опыту Чеченской Республики, хочу напомнить вам светлый образ первого ее руководителя, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который сумел вывести свой народ из исторического тупика. Все выступления гостей так или иначе связаны с жизнью и деятельностью Ахмата Хаджи Кадырова. Известный писатель и журналист Александр Проханов считает, что появление на политической арене такой фигуры стало спасительным для чеченского народа и нашей страны. На заре нашего знакомства с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, я помню, как он сказал: Грозный еще лежал в руинах, все дымилось, еще не засохли слезы. Он сказал, что он хочет, чтобы чеченский народ был самым счастливым, самым образованным, самым благополучным, самым благодатным и любимым всеми народом. И вот эта заповедь любить народ и бояться Бога, полученная Рамзаном Ахматовичем Кадыровым от своего отца, от своего батюшки, она тоже является проявлением вот этой живущей в чеченском сознании, в чеченском сердце мечте. Но яснее всего вот эта чеченская мечта, это чеченское озарение, это чеченское откровение проявилось в судьбе, в жизни и в деяниях Ахмата Хаджи Кадырова. Его появление в чеченском народе, его появление в российском государстве является чудесным. Оно не было предсказуемо политикой, войной, литературой. Оно было явным, оно было явлением. Потому что как могло случиться, что в одночасье человеку пришло прозрение, и он войну превратил в мир, ненависть превратил в благодарность и блаженство, кровь, слезы, разрушение превратил в цветение, превратил в объятие, превратил в рукопожатие. Присутствие Ахмата Хаджи в Чечне является присутствием очень высокой святости. Сегодня Чеченская Республика является своеобразным примером для остальных регионов в решении социальных вопросов и развитии экономики, считает известный журналист, кавказовед Максим Шевченко, который хорошо знаком с ситуацией на юге страны. Несмотря на то, что на Кавказе живут десятки разных народов, нет конфликтов, которые возникали бы из-за неприязни народов друг к другу. Я не знаю ни одного примера, чтобы кто-то кого-то не любил просто из-за того, что он говорит на другом языке или исповедует другую религию. Все люди уверены в том, что власть их защищает, то, что власть исполняет свой долг по развитию региона, как это мы видим в Чеченской Республике, например. То я думаю, что это и является главным залогом межнационального мира, межнационального согласия. Со сцены прозвучали приветственные слова от администрации президента России. Их передал заместитель начальника управления администрации по внутренней политике Михаил Белоусов. Северный Кавказ является нерушимой и неотделимой частью российского государства, хранящей многие века, уникальные традиции дружбы и добрососедства, бережного отношения к своей истории, самобытной культуре и традициям предков.
Убежден, что высказанные на форуме новые идеи и инициативы обязательно найдут свое воплощение в практической деятельности. Укрепят единство многонационального народа Российской Федерации. Желаю вам успешной работы, бодрости духа и всего самого наилучшего. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедов. Участников форума приветствует и председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Руководитель Нижней Палаты не смог сам приехать в Грозно. Его обращение зачитывает депутат Магомед Селимханов. Уважаемые друзья, уважаемый Рамзан Ахматович, приветствую вас на 5-м международном политическом форуме «Российский Кавказ». Кавказ – родина многих народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культуры и традиций. На протяжении многих веков группа народов идея добра и мира является объединяющей силой в Кавказском регионе. Уверен, что выработанные на форуме рекомендации будут способствовать сохранению и укреплению межнационального мира и согласия в регионе. Депутат казахстанского парламента Ахмед Мурадов говорит, что весь мир должен признать успехи Чеченской Республики в борьбе с терроризмом и послевоенном восстановлении. Поэтому Чечня имеет богатейший опыт, интересный другим странам. У нас есть пример решения всех болевых вопросов в Чечне. Для этого были мобилизованы все ресурсы. Может быть, найдутся на Кавказе силы, которые честно назовут проблемы, найдут механизм решения и, наконец, выведут ситуацию в такую степень состояния, что Кавказ действительно будет форпостом России, России. Спасибо. С хорошей новостью выступил руководитель Московского кавказского клуба, продюсер Шамиль Джафаров. Министерство культуры выделило средства на съемки полнометражных фильмов. По его словам, уже весной следующего года начнется работа над 2 кинокартинами о герое Советского Союза Хампаши Нурадилове и сыне имама Шамиля Джалалуддине. Говорили на форуме и о туристическом потенциале регионов Кавказа, где развит горный отдых, интересна культура и национальная кухня. Большую роль в продвижении этого направления играет Чеченская Республика, отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов. Строящийся горнолыжный курорт Ведучи, новые детские лагеря, туристические комплексы и базы, развитие гастрономического направления и отстроенный Грозный, где появилось множество современных объектов – все это значительно увеличивает привлекательность СКФО. Мы рассматриваем Российский Кавказ как одну из важнейших, значимых и очень перспективных российских туристских дестинаций. Если привести в качестве примера Чеченскую Республику, то позапрошлом году у нас было 50 тысяч туристов, которые посетили Чечню, в прошлом году 75 тысяч, в этом году мы ожидаем не менее 100 тысяч туристов. То есть вот такое поступательное развитие. По завершении выступления глава Чечни ответил на вопросы журналистов. В основном они касались общих впечатлений и итогов первого дня конференции. Чеченцев, кавказцев мы давно определились. И мы знаем наши направления, у нас есть свое видение. Россия – это наша страна. Кавказ – это часть территории Российской Федерации. И мы знаем прекрасный отчет, что мы обеспечиваем безопасность, так скажем, можно и в целом стране. И от нас зависит будущее нашей великой Родины. Мы видели ситуацию, что происходило в Грузии, Южной Осетии, что происходит на Украине и что желают наши враги. Ну, по крайней мере, не друзья, которые во все времена строили такие отношения с Кавказом, чтобы всегда использовать нас и выбирали арену для разборок с Россией, как мы знаем, и Чеченскую Республику, после Чеченской Республики Южную Осетию, и дальше будут также стараться. Мы отдаем отчет, что мы должны стать сильнее в экономическом, социальном плане, мы должны строить именно в отношениях межнациональных и межконфессиональных отношениях. Поэтому форумы, такие мероприятия необходимы, нужны для того, чтобы побольше узнавать о Кавказе, о российском обществе. И они должны знать, что мы вместе должны вокруг нашего национального лидера. Ну, это уже 5-й форум. Каждый раз набирает обороты, каждый раз все интересное бывает. Я думаю, что и дальше то же самое будет. Впечатления самые благоприятные, хорошие. Я думаю, что нам еще надо усилить работу, чтобы нашим недругам не давать возможность использовать нас. Я доволен то, что именно в Чеченской Республике 5-й юбилейный форум проводим, и сегодня в таком, так сказать, формате такие уважаемые люди присутствуют, и все национальности, и все религии, и все однозначно дают отчет, что да, мы должны быть вместе, да, мы должны быть сильнее. Чеченская Республика – это тот регион, который, с одной стороны, пережил наиболее тяжелый период на Кавказе в экспансию международного терроризма, больше всего пострадал от этого.
а с другой стороны это самый динамично развивающийся регион, который показывает пример, как надо относиться к развитию собственного дома, собственной республики. И не случайно сегодня мы обсуждали самые насущные проблемы, которые беспокоят и Чеченскую республику, и все республики Северного Кавказа. Обсуждали в том числе и необходимость активизировать работу по развитию туризма в Северо-Кавказском регионе. Мы считаем Северо-Кавказский регион исключительно важным и перспективным направлением. Я хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича за активную работу Чеченской республики в этом направлении. Мы видим, что туристы поехали в регион, мы видим замечательную динамику, но совершенно согласен, у нас серьезные очень такие масштабные перспективы. Нам нужно реализовать эту задачу. Мы видим, что активно развивается туристская инфраструктура в регионе. Город Грозный преобразился, построены замечательные гостиницы, но и ведется строительство и восстановление и санаторно-курортных объектов, и высокогорных таких очень интересных мест, которые интересны туристам. В частности, в рамках федеральной целевой программы был восстановлен курорт Кизиной-Ам. Мы говорили сегодня об этом. Так что мы считаем, это одно из важнейших направлений социально-экономического развития Северного Кавказа. Северный Кавказ – это абсолютно безопасный регион для путешественников. Нужно приезжать, не нужно ничего бояться, нужно наслаждаться и природой, и культурой, и гастрономией, и гостеприимством всех народов, населяющих Северный Кавказ. Форум продолжил работу сегодня. Его участники обсуждают вопросы региональной безопасности и укрепления межнациональных отношений. Зураб Центроев, Зара Хасанова, Тимур Хайдаров. Новости.